куда все не. Так, что-то тут зависало. Потом будет здравствуйте. Вы на семинаре? Проходили звук. Да, в общем-то, началось рассказать. Уважаемые коллеги, уважаемые филологи Республики Коми, мы начинаем наше первое заседание этого учебного года. У нас сегодня в гостях учителя школ города Сыктывкара и представитель Центра профессионального образования города Сыктывкара Политова Татьяна Николаевна. Также есть еще гости, но пусть пока раздеваются. Итак, у нас сегодня первое заседание, поэтому у нас достаточно большая повестка. И давайте я открою эту повестку. Проходите, садитесь. Итак, чтобы Татьяну Николаевну не задерживать, первым вопросом нашего заседания будет итоговое сочинение. Уважаемые коллеги, я напоминаю вам, что итоговое сочинение у нас было 4 года назад, что оно было введено по поручению президента Российской Федерации. Также напоминаю, что у нас две задачи, такие узкие, но важные. Это то, что сочинение является допуском государственной итоговой аттестации, а также, что сочинение является формой индивидуальных достижений абитуриентов. Прошло достаточно лет для того, чтобы попытаться подвести какие-то итоги сочинений. Ну и, конечно же, наверное, есть какие-то и проблемы. И мы попросим поведать нам об этих проблемах председателя городской комиссии, так и городской республиканской. Ну, у нас сейчас нет муниципальной комиссии республиканской, у нас сейчас комиссия только в образовательных организациях. Я была председателем республиканской комиссии первые 2 года. Но, тем не менее, вы отслеживаете результаты итогового сочинения по Сыктывкару. И по Сыктывкару, и по республике. И по республике. То есть у вас есть чем поделиться с нами. Вот нам хотелось бы узнать, потому что у нас информации нет. Мы только знаем конкретные результаты своих школ, свои проблемы. На уровне МОУ Сыктывкар идет, конечно, обсуждение, но я думаю, что Республика Коми, послушав результаты сыктывкарских педагогов, наверное, может сделать выводы какие-то и о своих проблемах. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Мне приятно вас приветствовать как раз в преддверии написания итогового сочинения. Уважаемые коллеги, мы с вами видим сейчас на слайде цель проведения итогового сочинения и задачи. Я позволю себе немножечко дополнить. Уважаемые коллеги, сочинение, точнее говоря, вообще письмо, этот вид речевой деятельности является одним из наиболее сложных, на мой взгляд, уважаемые коллеги, и для детей, и для взрослых. Потому что, мне кажется, в рамках письма, в рамках написания итогового сочинения дети проявляют очень разнообразный спектр коммуникативных навыков. Вот мы детям часто говорим на уроках русского языка и литературы: определи основную мысль автора. А вот в рамках итогового сочинения ребенок сам становится автором, и ему самому нужно определить свой замысел в соответствии с тем вопросом, который он для себя выбрал в рамках написания сочинения. Это, конечно, серьезное коммуникативное умение, поэтому, уважаемые коллеги, итоговое сочинение как раз и позволяет проверить то, насколько наши дети готовы определить замысел и работать потом в соответствии со своим замыслом. Кроме всего прочего, мне кажется, коллеги, итоговое сочинение помогает проверить умение детей анализировать. Я сейчас не имею в виду анализ литературного произведения, а прежде всего анализ своих поступков, поведения, может быть, своего окружения, даже своих ценностей.
Потому что мы видим, что те направления, которые нам задают на федеральном уровне, они так или иначе предполагают осмысление нравственных категорий. И вот эти нравственные категории, особенно в последние 2 года, они даются на противопоставление детям. Поэтому умение анализировать свои поступки, поступки окружающих людей, свои ценности, ценности окружающих людей, это такое серьезное умение, которое тоже в рамках итогового сочинения проверяется. Ну и кроме всего прочего, мне кажется, особенность итогового сочинения в том, что оно еще и проверяет личную зрелость ребенка. Вот ребенок, а он уже должен быть зрелым. Вот если мы вспомним те темы, которые давали в прошлом году в декабре на Республику Коми, то это вот темы серьезные, которые позволяют проверить, насколько ребенок осознает не только, что такое отзывчивость, но еще и то, какие поступки человека говорят о его отзывчивости. Вот для того, чтобы разговаривать на эти темы, конечно, ученику нужно проанализировать то, насколько он сам человек отзывчивый, какие поступки он совершает, чтобы окружающие судили об этом. То есть, мне кажется, вот сочинение, итоговое сочинение, оно хорошо тем, что оно позволяет увидеть личность ребенка с разных сторон. И мы с 2014 года на уровне города и в тот момент, когда еще была республиканская комиссия, говорим о том, что к итоговому сочинению максимально бывают готовы только те дети, которые на уроках истории, на уроках обществознания, на уроках географии, биологии, английского, немецкого языков, но вот у кого есть еще и коми языка, мировой художественной культуры, имеют возможность обсуждать такие серьезные нравственные категории. Вот это первый посыл, с которого я бы хотела начать свое выступление по результатам итогового сочинения. И вот если отталкиваться от того, что это очень сложный вид работы, мы все равно должны говорить о том, что статистика, вещь такая достаточно упрямая, но она говорит о том, что дети с итоговым сочинением на уровне Российской Федерации справляются. Итоговый анализ результатов проводит Российская академия образования. Она каждый год по итогам сочинения потом собирает регионы на семинары, и мы тоже, муниципалитет, были участниками этих совещаний, этих семинаров, и поэтому я сегодня буду обращаться к цифрам, которые в статотчете представляют специалисты Российской академии образования. Ну так вот, эти цифры говорят о том, что в 2015-2016 году в первую волну не справились с итоговым сочинением всего 0,2 учащихся 11 классов. В 2016-2017 году есть небольшое увеличение, но опять же это результаты первой волны. 1,8 учащихся не справились. И в прошлом году, в 2017-2018 учебном году, 2% не справились. Но это первая волна, без учета того, что дети пересдают потом еще 2 раза до мая. Поэтому, скорее всего, что там уже большее количество детей справляется с итоговым сочинением. То есть надо говорить о том, что итоговое сочинение вошло уже в практику работы учителей, и дети по-разному, на разном уровне, потому что и дети разные, но с этим видом работы справляются. И поэтому они потом допускаются в государственной итоговой аттестации по остальным предметам. Другой моментик. Вот опять же специалисты Российской академии образования посчитали, что с объемом итогового сочинения справляются 0,7, это даже не процент учащихся. То есть и с объемом справляются. Причем они делали выборку по России и пришли к выводам о том, что уже в прошлом году примерно 65-70% учащихся перешагивали не только порог 250 слов, но и порог в 350. Мы знаем, что рекомендуемый объем это 350 слов. Так вот, дети уже и с этим объемом 350 слов справляются. О чем это говорит? Это говорит о том, что дети не просто дают определение понятиям, которые есть в тематическом направлении, они начинают рассуждать, и рассуждать развернуто. То есть литературное произведение для них становится опорой для того, чтобы передать свою позицию по этому вопросу. Ну и на что еще вот обращу внимание с точки зрения цифр. Вот если посмотреть в статистическом отчете Российской академии образования
ну, на предмет того, сколько детей справляются со всеми 5 критериями, то есть получают плюсы по всем 5 критериям, зачет по всем 5 критериям, а это сложные критерии соответствия теме, а это использование литературного аргумента или аргументов, это логика, это качество речи и, собственно, грамотность. Так вот, таких детей у нас тоже становится больше. В прошлом году таких детей, которые получили зачет по всем 5 критериям, а это значит и по 2 первым требованиям, было 63,9%. Это подавляющее большинство. И при этом, коллеги, будем учитывать, что этим цифрам следует доверять, потому что ежегодно проводится на уровне федерации и на уровне регионов перепроверка. То есть по инициативе Рособорнадзора или по инициативе специалистов ВИПИ, как правило, в РИЦОКа, в региональные центры оценки качества образования присылают работы, чтобы они были перепроверены вот по критериям и был вынесен такой, ну, либо вердикт, либо рекомендация по поводу того, как проверяют школы. И я должна заметить, что я перепроверяю только работы, которые пишут в республике, и это не только город Сыктывкар, но и другие муниципалитеты. Нашим учителям следует доверять. Проверка проходит достаточно строго, и абсолютно все зачеты и незачеты, которые были выставлены, они были выставлены объективно. То есть мы должны констатировать, это очень важный момент. Он очень болезненный, потому что всегда есть такое недоверие в обществе этим критериям, этой проверке, кто там проверяет, по каким критериям. Я бы обратила на это внимание, потому что мы должны говорить о том, что, во-первых, выработалась методика подготовки учителей к итоговому сочинению. Во-вторых, сами эксперты, которые привлекаются в школах к проверке итогов сочинения, они тоже наработали свой опыт. Но и, кроме всего прочего, не забудем о детях. И дети тоже понимают, что это отдельный вид работы, и к этому виду работы нужно готовиться. И здесь нужно отдать должное учителям, потому что я знаю из опыта работы учителей города Сыктывкара, что это итоговое сочинение в формате направлений и тем, сформулированных в виде вопросов, вот, пока на наш регион дают только такие формулировки, хотя мы знаем, что в других регионах апробируются и другие формулировки с цитатами, где путь еще тяжелее ребенку выбрать. Все-таки вопрос он дает путь раскрытия темы, а цитата, она предполагает выбор, веер путей разных. Поэтому в этом случае, может быть, пока находимся, коллеги, в такой зеленой зоне, у нас есть выбор среди вопросов. Ну так вот, как раз вот... можно уточнить, что значит мы имеем выбор? То есть мы могли бы получить другие? Нет, может быть, я неправильно сформулировала. Нет, мы это не имеем. Мы пока работаем только вот с такими вариантами, и уже вот среди этих вариантов мы выбираем варианты только в виде вопросов. Не совсем корректно я сформулировала свою мысль, что мы выбираем темы, только те, которые сформулированы в виде вопросов. Но это не говорит о том, что учителя не отрабатывают темы, сформулированные в виде цитат. Ну так вот, возвращаясь к методике, я знаю, что учителя пробуют написание сочинений на уроках литературы и на уроках русского языка, вот как раз сформулированных в виде вопросов, но в тех тематических направлениях, которые заданы на этот учебный год. И это происходит не только в 11 классах и в 10 классах, но и в 9 и в 8 тоже. То есть этот вид работы позволил обновить методику, точнее говоря, даже не обновить, а актуализировать методику обучения написанию сочинений на уровне среднего общего образования и на уровне основного общего образования. Теперь, если говорить не о статистике, а о качестве работы, я бы хотела обратить внимание вот на какие моменты. Важный критерий – это наличие литературного аргумента. Бывает, что сочинение соответствует теме, и учащийся в общем виде умеет рассуждать и показывает это умение, но пишет сочинение без опоры на литературные аргументы. Мы каждый год обращаем внимание на то, что, к сожалению, дети бывают ориентированы на интернет-ресурсы. И очень часто в интернет-ресурсах говорят о том, что примером может быть и жизненный пример, и поэтому дети, больше доверяя интернет-ресурсам или дистанционным курсам, на которых они обучаются, они вот только этот пример и приводят.
параллельные учебы. Да, может быть и так тоже, да. То есть тут накладывается и тот опыт, и эта подготовка. Но, тем не менее, литературные аргументы у нас является, этот критерий является ведущим. Если литературного аргумента или аргументов нет, то и сочинение дальше по критериям, к сожалению, не проверяется, ребенок получает зачет за всю работу. Но вот если говорить о литературных аргументах, следует отметить то, что дети чаще всего обращаются к классической литературе, причем к классической литературе, которую они изучали в 8-9 классах. Мне кажется, коллеги, я не проводила никаких исследований, к сожалению, но мне кажется, коллеги, они обращаются к этим произведениям, потому что возраст, в котором они находятся в 8-9 классе, это такой благодатный возраст, когда они впитывают и много запоминают. Поэтому, безусловно, в 10-11 классах эти произведения нужно еще раз с детьми обобщать, повторять и смотреть на эти произведения вот как раз под углом написания итогового сочинения. Ну вот другой момент. Что касается классики, которая изучается в 10-11 классах, мне кажется, тут сложность для применения, для употребления, для приведения примеров из этих произведений заключается в том, что дети в силу рассогласованности наших программ по истории, я имею в виду, по обществознанию, не имеют возможности опираться тогда, когда они используют литературный аргумент, на широкий пласт исторических сведений и культурных сведений. И поэтому, когда они приводят в пример Пьера Безухова, к сожалению, часто бывает так, что они отправляют его в армию, потому что не хватало бойцов. Понятно, что если бы исторический контекст помогал, и они бы осознавали, то и эту фактическую ошибку можно было бы каким-то образом устранить, избежать этой фактической ошибки. Другая тенденция, которая есть в тот момент, когда проверяют сочинения по второму критерию наличия литературного аргумента, эта тенденция связана с тем, что современное поколение очень увлекается фэнтези. Даже не фантастикой, научной фантастикой, или вот сейчас есть даже фантастические произведения, которые больше политизированы, политическая фантастика, и не антиутопиями современными, хотя есть у нас авторы, которые пишут в этом жанре и пишут достаточно хорошо, очень проблемные у них произведения, а увлекается именно фэнтези. И тогда здесь возникает проблема, как ввести работу с этими произведениями, на которые, в принципе, авторы могут опираться, вот в круг работы учителя литературы. То есть эти произведения тоже нужно с какого-то угла, с какой-то позиции обсуждать так, чтобы дети научились приводить примеры не просто на уровне понравился, не понравился герой, совершает он какие поступки, ну и далее. А вот как раз с точки зрения изучения тех нравственных категорий, которые либо поднимает автор в этом произведении, либо, может быть, вообще не обращается. Вот в силу отсутствия жизненного опыта детям кажется иногда, что автор тоже эти проблемы поднимает. И вот для того, чтобы научить разобраться, ну, может быть, уделить внимание учителям литературы вот на этот аспект тоже. И теперь, что касается, собственно, написания сочинения. Вот сложилась за 4 года такая вот тенденция к тому, что дети пишут сочинения достаточно шаблонно-стандартно. То есть сначала дают определение понятию или понятиям. Безусловно, здесь видна тщательная работа учителя. Учитель перед тем, как перейти непосредственно к темам сочинений, разобрал направление. Без этого тоже нельзя. Направление тоже нужно разбирать, потому что те категории, с которыми дети встречаются, они требуют объяснения и объяснения взрослого человека. Потому что с позиции взрослого человека дети должны посмотреть на эти категории. Вот после определения понятия дети, как правило, потом идут к первому тезису и к 2 примерам. Редко бывает, что микротезисов 2. То есть ребенок видит какие-то полярные аспекты в этой теме, представляет их. Как правило, тезис 1, и дальше 2 примера или 3 примера, в зависимости от того, набирает ли ребенок требуемое количество слов. Ну и дальше выводы. Как правило, вывод – это тоже возвращение опять к понятиям. Безусловно, и такое сочинение, наверное, тоже имеет место быть. Но я просто обращу внимание на то, что возможно, что дети могут в рамках своего итогового сочинения сопоставлять отношение к поднятому вопросу,
например, разных авторов или одного и того же автора, но, например, в рамках одного произведения, но с позиции разных героев. То есть путь сопоставления примеров тоже возможен. Возможен и другой путь, это так называемый панорамный путь, когда дети обращаются к этой теме, например, к теме отличие смелости от безрассудства. У нас была такая тема в прошлом году, в декабре, чем смелость отличается от безрассудства. Ну, Татьяна Петровна кивает головой, потому что уровень детей разный, но я бы просто порекомендовала, что возможно обратиться к этим категориям и с точки зрения того, каких исторических или общественных деятелей мы знаем. Это вот опять же потому что, если бы у нас была возможность работать над этим итоговым сочинением не только учителям русского языка и литературы, но и другим учителям тоже, и уже в 10 классе, может быть, посмотреть в рамках промышленной аттестации, как ребенок бы справился с этой темой, да, итогового сочинения на обществознание. То есть, если бы эта тема была сформулирована вот именно на уроке обществознания, и каких бы он тогда деятелей привел в пример. Это вот с точки зрения того, как бы можно было бы еще построить содержание сочинения. Вот если обратиться к другим критериям, не только к теме, и не только к литературным аргументам, и не только к тому, как построить сочинение, я бы еще обратила внимание, коллеги, на критерии 4 и 5. У нас есть еще 3-й критерий – это логика, но 4-й и 5-й критерий – это критерий качества речи и критерий грамотность. Вот если говорить о грамотности, то это тот критерий, по которому сочинение перепроверяется в первую очередь. Они соотносятся с сочинениями по ЕГЭ, и эта перепроверка иногда проходит в июле, иногда она бывает чуть позже. Но вот в соотношении с ЕГЭ выборку делает Рособорнадзор, или ФИПЕ, я точно не знаю, к сожалению. Ну вот и эти сочинения потом возвращаются в регион. Коллеги, обращу внимание ваше на то, что в тот момент, когда мы готовим детей к сочинению, мы уделяем очень много внимания тому, чтобы они научились раскрывать тему. И в силу разных обстоятельств бывает так, что последний критерий – это, собственно, грамотность. Ну, не всегда сразу сглаживается именно в декабре. Вот бывает, что видишь работу одного и того же ребенка в декабре, это итоговое сочинение, и его же работу уже в июне. Это его сочинение по русскому языку. И здесь мы видим не зачет по грамотности, здесь видим достаточно хорошие баллы. Допустим, он набирает и 2 балла по грамотности, по орфографии, пунктуации, и 3 балла у некоторых. И это вот как раз говорит о том, что за оставшиеся полгода потом все-таки его грамотность каким-то образом тоже выравнивается, и он набирает баллы уже в рамках ЕГЭ. Уважаемые коллеги, вот если говорить о том, сколько детей не набирают в первую волну, количество, точнее говоря, не так, зачет не получает зачет в первую волну, то это 21%. А во вторую волну это еще больше, 60% детей не набирают, не получают, прошу прощения, зачет по критерию грамотность. Это достаточно много. Мы понимаем, что это дети, требующие особого внимания. И я просто обращаю на это внимание коллег, на то, чтобы эти критерии качества письменной речи и грамотность нами тоже учитывались. Это вот если тезисно по общим результатам, и если будут вопросы, Татьяна Петровна, уточнения. Это не то, что вопросы, но замечания, безусловно, есть. Не к вам, разумеется. Вот почему дети пишут в декабре так сочинения в ЕГЭ, потому что ЕГЭ более значимые. Они знают, что там это баллы. А здесь, ну я не знаю, может быть, мне так только кажется, что они смотрят на декабрьское сочинение только как допуск. А вот как форму индивидуальных достижений абитуриентов не смотрят вообще. Поэтому они знают, что работает принцип 2+1. Если у них будет вот эти 3 плюса, зачем им, как сказать, беспокоиться, грамотная ли работа. То есть они знают, что они все равно будут допущены к ЕГЭ. И вот здесь, наверное, все-таки вот это вот минус. Я позволю себе, соглашусь абсолютно, действительно, силы отдаются на содержание сочинения, на его построение. И вот опять же к вопросу о том, в тот момент, когда вузы действительно будут по баллам принимать, засчитывать эти результаты, может быть, тенденция изменится. А пока действительно мы полагаем, что они проверяют. Мы полагаем, мы полагаем, не обладаем информацией. Да, у нас нет информации. Нет, я видела презентацию ФИПЕ за 15-16 год. Там было написано, что 7 минут в презентации были указаны цифры. Во-первых, они немножко другие.
То есть там было 3,8% по Российской Федерации не сдавших итоговое сочинение. 15-16 год. И там было написано, что 71% вузов используют, значит, вот эти сочинения при поступлении. Но больше я никаких аналитических выводов больше не видела. И вторую, еще одну роль, я думаю, сыграло то, что вот ЕГЭ по литературе у нас не проверяется грамотность. Помните, как нас шокировало это первое время? Мы теперь свыклись, и дети тоже. То есть, по идее, конечно, учителя в школе могут проверять эту грамотность. Вопрос, проверять ли. То есть, возможно, что они при подготовке к декабрьскому сочинению используют вот этот критериальный принцип, только плюсы и более ничего. Вот, понимаете, здесь разбираться, почему оно так вот, да? Вот, поэтому вы говорите, главное, они проверяют грамотность, а, по-моему, как раз-таки, вот, возможно, она и западает, потому что дети делают свой выбор, прагматично смотрят на это декабрьское сочинение, мне нужно быть допущенным, а вот это вот будет, не будет зачтено, это на потом. И вот все-таки, Татьяна Николаевна, я вспоминаю тот год, когда у нас ввели итоговое сочинение. Помните, в каком мы пребывали в шоке от того, что да, вот. И какие тогда мы проверяли работы, насколько они были слабые, насколько... Вот сейчас, согласитесь, качественно работы стали лучше. Безусловно, я отметила, они не только по содержанию и по объему стали лучше, но еще и по подходу к раскрытию темы. Вот те работы, в которых все-таки преобладает четкий ответ на вопрос, а не кружение вокруг понятий, этих работ абсолютное большинство. Но минусом все-таки посчитаю то, что, опять же, здесь сидят коллеги, которые работали, давно работают в школе. Раньше разнообразие форм сочинений детей не ставило в тупик. Они отличали Жанр отличали. Да, понимаете? А сейчас у нас получается, я причем даже не предполагаю, а практически уверенно говорю, что у нас сливаются в сознании детей ЕГЭ, сочинение, вторая часть, и вот это декабрьское сочинение. То есть они почему так? Потому что дети пишут декабрьское сочинение как вот эту вторую часть. Они знают его жизненные примеры, и они говорят, а разве там не надо? То есть я не знаю, что это такое. Это какой-то уже... Еще если литературу, еще это большое сочинение накладывается. А сейчас, когда у нас Качмыри преобразился, возможно, мы увидим новые какие-то вещи в декабрьском сочинении. И тогда будет точно вот эту связку мы увидим. То есть, видимо, потому что вот, оскудело вот это вот жанр, наше сочинение в школе. Вот это вот результат всего этого. То есть у них получается всего 2 сочинения. Вы сказали, в 8-9 стали применять формат итогов. Зачем? Ну, видимо, для того, чтобы готовить вот здесь пресловутые литературные аргументы. Хотя, с другой стороны, сама наша программа, рабочая программа, она предполагает как раз разнообразие жанров. Да. Но я полагаю, что... Получается. Да, я полагаю... Нет, учителя вынуждены сочинить формат итогов использовать в основной школе. Да. Просто они действуют сообразно ситуации, получается. Если никому не нужны разножанровые работы, то зачем? Любые конкурсные работы, такая маленькая вставка, там несоответствие жанру считается очень крупным недостатком. И фактически сбивает целый раздел ребенка, который хорошо написал, но обозначил неправильно жанр, и получается, что это его сразу же выбивает фактически из конкурса. Я вот сейчас, проверяя сочинения, в том числе на федеральном этапе, я это отметила. У нас в пределах федерации... Вы говорите об МКС? Да, финалисты, они путают половину, простите, неправильно определенного жанра. Из тех работ, которые почти не проверяют. Поэтому, наверное, это все равно как-то нужно обратить на это внимание учителей, потому что возможности жанра, они дают возможности раскрытия темы. Ну, правда, рабочую программу составляет учитель, и если он сам сузил, то есть объединил, так сказать, свою программу, то есть убрал оттуда разные жанры, разные формы работ творческих, да, то, ну что ж теперь поделать? Ну да, ребенок из интернета посмотрел, и своим, так сказать, да, типовые сочинения, и своим умом, так сказать, домыслил вот эту вот узкий подход учителя, и в результате проиграл. Получается.
Ну, во всяком случае, вот первый вопрос для обсуждения: решает ли итоговое сочинение поставленные перед ним задачи? Вот как вы полагаете? Многие вот дети очень так вот, говорю, весьма прагматично относятся вот к этому дикарскому сочинению, там мы вот так его называем. Более того, когда оно проходит, то, вы знаете, как будто бы можно уже и не заниматься литературой и не писать сочинения. Я одна так думаю, или вы тоже так? Мы так и думаем. В связи с изменением, опять же, критерия на ЕГЭ по русскому языку, оно сейчас еще усилится, конечно, в этом году. Поэтому вот у нас действительно есть определенные проблемы с формированием коммуникативных компетенций у учащихся. И какой-то уже такой вот, мы одинаковыми вещами сталкиваемся. И вот как вот тут что решить? Значит, это тенденция. Ну, учитель действительно зажат в такие очень жесткие рамки, потому что он должен приготовить всех. Дополнительных часов учителя на это нет. Это, конечно, безусловно, да. Мы в наиболее сложной ситуации, филологи, находимся. У нас 4 экзамена. Итоговый устный в 9, ОГЭ и в 11 классе 2. То есть вот кто еще в таком же жестком режиме находится постоянно в тонусе подготовки всех детей вот к этим испытаниям? Ну, а проблемы подготовки и оценивания сочинения, вот когда вы говорили о тех нравственных категориях, относительно которых нам предлагается нашим детям рассуждение, я, конечно, сталкиваюсь как практикующий учитель постоянно с одним и тем же. Как раз-таки вот с проявлением, скажем, незрелости детей относительно именно нравственных категорий. Как сложно было объяснять в прошлом году. Вот, и в этом году с жестокостью, вот, знаете, с милосердием, добротой, просто злобой, злостью. И вы понимаете, что они очень часто великодушие, равнодушие, малодушие, в эти нюансы сама влезаешь с головой и понимаешь, насколько здесь детям очень трудно вообще сориентироваться. Получается, что работает на это один филолог. Я об этом говорила, да, что Да. требуется работа всего коллектива. Ну, где этому коллективу работать здесь? Историк, я думаю, вот не будет влезать в лексическое значение слов и в литературные какие-то аргументы относительно вот проявлений этих свойств, этих качеств человеческих. И поэтому я вот чувствую иногда даже, что мне довольно сложно. Ну а про фэнтези говорить нечего. Там такие чудные характеры в этих фэнтези. Нет, есть приближенные к реальности, да, а иногда, когда они приводят пример фэнтези далекие от реальности, какие-то ведьмы, какие-то колдуны, у которых вообще непонятна мотивация их поступков, и ты сам не знаешь. Я, честно говоря, детей весь 10 класс заставляю писать, ну, заставляю, понимаете меня правильно, да, только на отечественной литературе. Только в 11 классе разрешаю мировую. Я вот это считаю для себя принципиальным. Иначе как начнут писать, то потом все, пропадешь просто с ними. То есть мы должны иметь общую вот эту площадку для разговора, это прочитанное произведение. А то, что произведение основной школы приходится тщательно, вот искусство, например, да, а что у нас в 10 классе, где искусство? Ну, приходится гуглить, их портрет, да, то есть к Невскому проспекту приходится идти, да. То есть мы просто вынуждены иногда бежать в основную школу для запоисканной аргументации, так скажем. Я думаю, что даже вот в этом году пробное сочинение, которое сейчас писали дети, 4-ю тему, наверное, что никто не выбрал. Именно связано с искусством. Или было несколько вариантов 4-й темы? Там было искусство. Какое искусство считать подлинным? Какое искусство считать подлинным? 401-я тема. Нас никто не выбрал. Потому что они вообще боятся подобных таких вещей. Почему искусство называют вечным? У нас так У нас было вот такое. В любом случае, жила тема у нас искусства, и она не популярна. Но согласитесь, в ОГЭ по русскому языку самые беспомощные были сочинения, которые связаны есть с эта темой тема, искусства. И Изложение, она не которое первый раз, нашло она много продолжается, эта вот линия повторяется. Еще когда были изложения, сборник изложений, тексты по искусству, даже у тех людей, которые сами занимаются искусством, они были всегда слабыми, до искажения фамилий композиторов и художников теми детьми, которые сами в этой области знают. Это Странно. провал. Правда? Эстетический. Да. Ну и поскольку
То есть по Сыктывкару нам не скажете, да? Что Что вы именно? сказали по критерию пятому, по грамотности у нас перепроверка, да? Да, только А по вот 4-му, по- по 5-му. с тем, как справились в прошлом году по Сыктывкару хотя бы. В 2017 году у нас зачет получили в первую волну 93 и 31% сотых процента. То есть где-то 7% не получили. Да? Но потом-то у нас все равно 100%. Это же первая волна. Потом были допущены все. По Сыктывкару, да. И вот скажите, пожалуйста, школы получают вот эту информацию, ну, как-то, ну не рейтинговых, я терпеть не могу этих рейтинговых, но тем не менее, определились какие-то вот школы, которые справляются, дети всегда, хорошая подготовка, и школы, которым, возможно, нужна методическая поддержка. Ну, такая выборка у нас со школами с низкими результатами и с... По сочинениям. Не только по сочинениям, там выборка идет и по ГИА тоже. По остальным предметам тоже, но в основном, конечно, по обязательным предметам, а итоговое сочинение как допуск. Оно не экзамен, но все равно обязательная процедура. Такая выборка проводится, и по этим, для этих, точнее говоря, школ, этим школам оказывается На уровне города. на уровне города это оказывается помощь. И в прошлом году мы выезжали в эти школы и конкретно работали с учителями. Ну, что имеется в виду работали? Мы посещаем уроки, мы с ними обсуждаем те материалы, которые они используют. Мы их отдельно собираем на семинары, но это небольшая группа. В прошлом году это было 3 школы, и в этом году это тоже 3 школы, которые по выборке показали вот снижение результатов. Дело в том, что на уровне республики, поскольку данных нет, мы даже не знаем, то есть вообще не обладаем информацией, как и РНУ. Есть ли нужда в такой методической помощи на уровне республики? У нас определенные, значит, модули в нашей курсовой переподготовке есть, и там нет модуля подготовки к итоговому сочинению. И нет возможности даже узнать, то есть есть ли широкий ли круг таких педагогов. Вот что меня вот затрудняет в нашей деятельности. Это отсутствие определенной информации, хотя бы даже самой обобщенной. Если не по школам, то хотя бы в целом по республике. То есть, но наши школы города Сыктывкара получают приказ, ежегодно получают приказ, где все по критериям рассчитаны, и он ежегодно. я говорю о республике. А республики не могут сказать. Но то, что вот, позволю продолжить вашу мысль, то, что этот модуль требуется, это однозначно, потому что коллеги, наверное, тоже поддерживают, в том смысле, что у нас корпус учителей русского языка и литературы за последние 4 года очень обновился. Молодых учителей очень много. Ну, обновился. Молодых учителей много, и они обращаются за помощью, потому что, я прошу прощения, это поколение учителей я уже называю поколением ЕГЭ, потому что они сами учились по таким рабочим учебным программам, не буду обижать авторские, но по таким рабочим учебным программам, которые как раз жанрового разнообразия не предполагали. И они сами испытывают затруднения в тот момент, когда пытаются писать в разных жанрах. А раз они сами испытывают затруднения, то и обучать детей им тоже затруднительно. Поэтому, если такой модуль будет разработан, либо в очно-заочной форме, либо только в заочной, либо в очной форме, мне кажется, он будет востребован. Наталья Стецлановна, что с этим делать-то будем? Мне кажется, что как раз нужно посмотреть те пути, которые возможны для учителя. Вот. То есть, если есть такая проблема, а она есть, это уже совершенно точно она есть, значит, наверное, в курсы, в программы повышения квалификации это нужно вводить. Вот. Если необходимо, допустим, поднять вопрос, скажем, на нашем РНО, то мы его посмотрим. Может быть, даже взять в качестве примеров какие-то работы и просто разобрать. Потому что, то есть тогда, когда мы точно видим несоответствие жанру, ребенок обозначает его как рассказ, или они пишут эссе. Или когда Игорь пишет... У нас такие только ВКС, то есть всероссийские. Нет, я вообще говорю, вот в качестве примера, просто у меня вот это все недавно прошло, у меня просто вот в голове это отпечаталось. Вот, то есть вот такие вот вещи нужно смотреть. И надо посмотреть еще, наверное, то, что по средней школе. То есть там, где они сами выбирают материал литературный, вот то, что вы говорите, фэнтези, еще что-то. Почему? Потому что такие работы, они показывают как бы самостоятельность обращения. То есть, а что осталось? Это ведь не то, что касается произведений классической литературы, которые изучены, которые, в общем-то,
разжеваны учителем, и которые какой-то алгоритм изложения, содержания и анализа, он у ребенка есть. А если он самостоятельно выбирает материал, то это уже немножко другое. Вот может быть вот еще это посмотреть. Потому что я, например, считаю, что учителей конкретно надо натаскивать. На это. Ну, у нас будет тема формирования коммуникативных компетенций на уроках русского языка и литературы в рамках основной и старшей школы. Коллеги, кто из вас уже хочет прямо вот говорить? Я там хочу выступить, рассказать о том, как это делать. Я позволю дополнить предыдущую реплику по поводу того, как и кого куда натаскивать. Я боюсь, что будет не востребовано в рамках итогового сочинения разных жанров. Потому что есть строгий шаблон. Есть, он не задан, но есть критерии, сами определяют шаблон. Критерии, которые есть. И есть готовые сочинения, к которым наши дети обращаются по причине того, что это легче, что это им понятнее. И самая большая, наверное, беда связана с тем, что мы не можем реализовать обучение сочинений в разных жанрах, что дети в силу своего возраста и упрямства в том числе хотят идти тем путем, который им доставляет меньше всего хлопот. Я говорю, прагматичный. Да. Зачем? Им зачем? Вот этот вопрос, наверное, нас волнует. Их нет. У них все понятно, определено. Сделай шаг, сделай два, сделай три. Такие шаблоны заявлены во всех интернет-ресурсах. Да? Там же заявлены фэнтези, поэтому мне кажется, что они не столько читают эти фэнтези, это именно берется из этих шаблонных сочинений. Ну, вот, пожалуйста, да, могут и читать. Нет, могут, но я, например, не могу сказать, что прям вот многие так увлечены. Вот чаще всего мы же видим, что они даже пишут одинаково этот литературный аргумент. Это как раз из Обращение типичного к готовым примерам. сочинения. И вот это та беда, которую вторая сторона итогового сочинения, которую я вижу. Ну, я думаю, что вот определенный вот разговор, если же мы заботимся о зрелости и вообще о навыках наших детей, назрел о том, как формируются наши коммуникативные компетенции. То есть в основной школе, ну, вот, дети бывают говорят, нас не учили писать сочинения. Вот раньше такого не слышала, а теперь, как итоговое сочинение, то стала обнажать их неподготовленность, да, к 10 классу. И говорят, нас не учили, ну это не может быть. Тем не менее, это по репетиторству то же самое учителя говорят. То есть что-то произошло. Может быть, это потому, что каждая школа сама формирует свои рабочие программы, сама формирует количество уроков развития речи, их целевую направленность. То есть что-то вот происходит внутри школ, знаете, и вот мы, получается, этим процессом никто теперь не управляет, а самостийно как-то вот так вот все идет. Просто получается, что сколько прагматичные ученики, столь же прагматичные учителя. И прагматичные учителя, и прагматичные дети. Потом начинается, спрашивается вопрос, откуда это взять? Ну, откуда это взять, если это не учат? Вот учителя, работающие в гимназиях, лицеях, возможно, еще озабочены тем, чтобы дети писали по-разному, потому что всероссийские конкурсы сочинений показывают, что разные жанры, да, и у детей хороший подход, прямо видно, что они умеют писать, но, как посмотришь, обязательно гимназия, лицей, чаще всего так. Обычные школы тоже, у них работают действительно прагматичные педагоги с такими же детьми. Уважаемые, сейчас у нас победитель как раз школа. Школа, Среди да. победителей, да. И в Татьяна прошлом Николаевна. году была школа. Можно добавить? 24, Да, школа в прошлом году 16-я школа, предыдущие года тоже были школы. Число победителей. Ну что ж, свои слова не беру обратно. Так, ну что ж, значит, получается, что есть насущная потребность или курсы, или вот в таком же формате, может быть, не круглого стола, да? Коллеги, кто из вас готов? Может быть, даже какой-то семинар небольшой. Можно немножко еще расширю? Я хочу вернуться к 4-му критерию. 4-й – это речь, да? Вот мне кажется, здесь у самих учителей очень разные критерии. К сожалению, мне кажется, до того, как комиссия
еще раз сядут внутри своего учебного заведения это проверять, они должны еще раз проговорить, что является речью, что является грамматикой, учитывая повторяющиеся, потому что то, как там написано, да, речевые ошибки затрудняют понимание сочинения, да, это практически ничего, количество речевых ошибок там нет. И вот здесь вот мы расходимся, у нас разные критерии, и я думаю, что вот этот вопрос тоже, мне кажется, очень важный, потому что когда ребенок там теряет, а дети потом сравнивают с другими учебными заведениями и говорят, вот там никто не потерял 4-й критерий, в нашем учебном заведении потеряли. Кстати, вот переход на 20-бальную систему. Я увидела, что во многих образовательных программах школ нашей республики, в рабочих программах, там, где критериальная база различных форм определения результата, они используют для проверки сочинений в итоге вузовскую 20-бальную систему. Она точнее, она предполагает, что можно какую-то динамику увидеть у ребенка, да, в баллах подсчет. Когда просто зачетный зачет, бывают такие работы слабенькие, но они вот зачет все равно. Они это как успех считают, а на самом деле работы очень слабенькие. Но они в целом вот формально нельзя предъявить никаких претензий. А по баллам было бы сразу видно, что они очень неравнозначны, эти работы. Я бы, конечно, бы советовала учителям, которые хотят все-таки, чтобы результаты каким-то образом в динамике прослеживались, все-таки переходить на вот эти 20-бальную систему вузовскую. Хотя, конечно, там есть такой критерий оригинальность сочинения. Да, но его можно оттуда просто убрать, потому что на оригинальные работы сложно рассчитывать у наших детей. Наоборот, мы боремся, скорее всего, с чем? С мыслями, тезисами, взятыми из сети. И тут нечего сказать, потому что это всего лишь мысль. Но она чужая, не порожденная, так сказать, ребенком. Вот с этим проблема. Ну что ж, коллеги, давайте дальше перейдем. Вот предлагаемые темы на следующие наши с вами встречи, они не в порядке каком-то сейчас определенном. Итак, значит, это проблема мотивации обучающих к чтению, это традиционная тема у нас, у филологов. Но мы решили, что нужно взять еще и произведения, созданные на языках народов России и переведенных на русский язык. В части формируем участники образовательных отношений. У нас сейчас есть курс литературы Республики Коми. Сюда также можно отнести и какие-то еще курсы, которые сама школа создала. Но в любом случае, первое, конечно, главенство – это проблема мотивации обучающихся. Концепция преподавания русского языка и литературы – это одна из проблем важнейших. Вторая тема – проектной научно-исследовательской деятельности обучающихся по русскому языку и литературе. Ну, скажем так, конечно, мы говорим, что дети должны получить опыт проектной деятельности с 5 по 8 класса, в 9 классе, защитить индивидуальный проект. Но насколько популярны проекты по русскому языку и по литературе в рамках образовательных организаций, это, конечно, вопрос. Но даже, может быть, не важно, что по русскому, по литературе, может быть, поговорить именно о том, какие интересные вещи можно было бы сделать в рамках этих предметов, может быть, не всегда осознаваемые учителями, детьми. Вот. И Наталья Станиславовна сказала, что вот будет интересна у нас встреча по поводу именно вот этой проектной деятельности. Дальше. У нас, конечно, важная вещь – это подготовка к устному итоговому собеседованию. Кстати, Татьяна Николаевна, вот здесь, может быть, тоже короткий какой-то комментарий уже в преддверии будущего большого разговора. То есть какие-то первые впечатления, мы с вами обменивались как-то по телефону, но тем не менее. Или у нас хорошо дела обстоят с устным итоговым собеседованием? Какие впечатления? В прошлом году Сыктывкар, как и вся Российская Федерация, как и Республика Коми, участвовал в этом крупном итоговом собеседовании. Разные мы результаты получили, и они касаются не только учащихся. Во-первых, первая тенденция, коллеги, может быть, поддержите. Во-первых, дети нуждаются в общении. Дети во время подготовки, во время пробного, которое было в ноябре в 25-й школе, во время потом итогового, которое было в апреле во всех школах, дети тянутся, дети готовы общаться.
В тот момент, когда мы слушали аудиозаписи на своих семинарах, на курсах, мы слышали, что дети готовы делиться своими впечатлениями, когда описывают, своими рассказами, когда повествуют. И дети, кстати говоря, затрагивают очень неудобные темы во время рассуждения. То есть у них потребность в общении, в устном общении, в прямом общении с человеком, конечно, есть. Это первый момент. Второй момент. К такому общению не совсем были готовы собеседники. То есть они чувствовали Не готовы себя... или они просто рамки не давали? У них есть рамки, и они придерживались этих рамок, и, может быть, и мы сами были виноваты в том, что эти рамки обозначили. А на самом деле собеседование предполагает, что эти рамок нужно придерживаться этических, моральных, но при этом можно ребенку предлагать и другие вопросы для собеседования. Значит, слишком жестко. Да, жестко поняли, это все-таки была для нас все равно апробация, пусть она была по всей Российской Федерации. То есть мы увидели, что дети хотят общения, собеседники в силу разных обстоятельств пока еще не нацелены на полноформатное общение. Ну и кроме всего прочего мы заметили, что, опять же, если мы говорим о жанрах, о том, что они, к сожалению, не нашли должного отражения в рабочей программе, то теперь должны сказать и тоже не очень, может быть, приятный нюанс по поводу того, что чтение, пересказ, работа с цитатами, описание по фотографии, а значит, по любой другой иллюстрации или по видеоролику, чего уж бы и нет, повествование о случае из моей жизни, а это 5-6 класс, у нас всегда это было в программе, рассуждения с опорой на собственный жизненный опыт, а это отнюдь не только ЕГЭ, это гораздо раньше, мы увидели, что эти виды деятельности тоже не для всех, но для некоторых оказались новыми. А на самом деле это плоть от плоти русский язык, это методика преподавания русского языка. То есть итоговое собеседование показало нам и положительные моменты, не стоит пугаться ни детям, ни взрослым этого собеседования, дети раскрываются. Я честно скажу, что тот 10 класс, который у меня в этом году, в прошлом году 9, для меня предстал совершенно в другом виде. Я не знала, к сожалению, и к стыду своему коллеге, что у моих детей столько увлечений. И они готовы рассказывать о внешкольной жизни по-другому. Поэтому это плюс, но для нас работа в том, чтобы мы все-таки помнили о русском языке. У нас будет о чем поговорить к этой теме подготовки? Ну, я думаю, что у нас есть не только в Сыктывкаре, но и в регионе. Я просто еще к тому хочу вернуться, что нам бы активизировать еще и республику. Я думаю, что и в регионе есть учителя, в муниципалитетах есть коллеги, которым есть что представить с точки зрения подготовки к итоговому собеседованию, то есть свои наработки. Проблемы точно есть? Проблемы здесь есть, и я позволю себе озвучить, если у нас есть время. В тот момент, когда дети обращались к 3-4 заданию, конечно, есть проблемы в 1-2, но когда обращались к 3-4 заданию, опять же, если мы говорим об итоговом сочинении ЕГЭ, дети забывали о том, что ими руководит тема. Что есть тема, то есть я не просто сейчас разговариваю, а я должен придерживаться темы, да еще с учетом того типа речи, который мне задан в задании, данном задании. Поэтому получается, о пресловутом единстве содержания и формы мы здесь опять будем говорить на итоговом собеседовании. Но проблемы есть и в чтении, серьезные проблемы в чтении, в том, как дети работают с текстом. Может быть, вот по крайней мере, это видно в аналитическом отчете ФИПИ по русскому языку за этот учебный год, ЕГЭ я имею в виду. Может быть, вот эти проблемы с чтением, которые высветило итоговое собеседование, они как раз легли в основу изменений 27-го задания. То есть анализ текста там усилен и усилен значительно. А для того, чтобы текст прочитать выразительно правильно, для того, чтобы передать содержание текста, его нужно анализировать. Ну, то есть получается, что нужно больше на уроках теперь читать. Не только читать, а Пересказывать, больше разбирать, перед тем, как прочесть, разобрать, чтобы дети поняли. Даже есть такой вид анализа, выразительное чтение как форма анализа текста. Вот, к этому мало обращаемся, мало прибегаем. Они неверно выделяют логические ударения, логические паузы, неверно читают исходное слово. Особенно там были имена собственные, перевирают на ходу, сочиняют, досочиняют то, чего нет. Вот. Хотя дети читают достаточно быстро, может быть, но не
Не исходный текст. Нет, слово. А я вот люблю еще путешествовать по чужим рабочим программам. Просто вот так вот набираешь, знаете, что по литературе, что меня убивает, так сказать, на уровне основной школы. Это сменяемость тем. Каждый урок 2 новое произведение, новый автор. Когда, простите, читать выразительно, да еще анализировать содержательно, где пересказывать, когда нужно дальше. Вот это вот, я не понимаю, вот это вот мозаика. Мозаика – это поверхностность, это вообще ни о чем. И эти программы, они создают по-авторски, совершенно не приспосабливая к уровню развитости своих детей по видам читательской деятельности. Они способны ли вот так вот быстро шагать и запоминать? Мне кажется, у них там потом вообще ничего не остается. На уровне именно умения навыка некогда, они же все время бегут осваивать программу. Поэтому вот мы так думаем, что вот на уровне республиканского методического объединения у нас вот разговор председателей всех РМО. Мы все-таки хотим вот попробовать такую запустить идею о том, что, наверное, нужно какими-то едиными методическими задачами озаботиться нашим всем председателям. А вот у нас по русскому языку и литературе, вот честное слово, Татьяна Николаевна, мечтаю о типовой программе. О типовой программе, которая создана исключительно по стандарту, а сверху авторская уже там хотите добавляйте. А не так, что вот у меня авторская, где-то спрятан стандарт, я его даже не знаю где, понимаете, и стараться выполнить именно авторские задачи и цели, а не те, что поставлены перед нами, за которые мы отвечаем, гарантируем, как школа, как образовательная организация. Ну, к сожалению, ведь вот этот вот большой перечень авторов и произведений заложен в примерно основной образовательной программе. Он ведь оттуда идет. То есть мы это выполняем в первую очередь заказ федерации. Нет, я уже себе взяла, вот, знаете, такую забавку. Берешь программу, открываешь стандарт, начинаешь чистить. И остается масса времени. Не обязательно, что это целиком повторение. Нет, там очень много того, без чего можем было обойтись. То есть берется широко, например, тема басни. Да? Тебе тут и Эзоп, тебе тут и Ла Фонтен. Ивана Андреевича Крылова один урок. Зато всего остального. У него не останется впечатления ни о чем. У него просто будет что-то вот такое вот непонятное. Поэтому я не знаю. Мне кажется, что здесь как раз-таки можно поработать над тем, чтобы оставалось время и на чтение, и чтение не одного человека, а всех, и на пересказы, и на беседы по вопросам, чтобы вот эта подготовка к устному итоговому собеседованию была полноценной, чтобы дети говорили друг с другом, с учителем. Ну когда эта тема меняется? Подумать об этом можно? Но здесь какие у нас ножницы? Мы же, когда работаем на уроке на подробном пересказе, да, мы же не даем 2 минуты. Это очень большой текст для 2 минут. Текст для них новый. Они пересказывают у нас фрагменты литературных произведений, да, ну где-то фрагмент статьи, например, да, в учебнике. Но, как правило, дети делают это дома. Здесь еще вот в этом сложность. За 2 минуты. Не говоря о том, что в прошлом году мы узнали, что добавлена эта минута, когда за день до устного собеседования, когда приехали на вебинар. Нет, я понимаю, что формат итогового собеседования будет меняться. Там, минуты, задания, да? Я сейчас говорю о том, чтобы вообще дети могли вот такими вещами владеть с 5 класса. Потом уже под формат они подстроятся. Так, ну и вот формирование коммуникативных компетенций, ну это можно с третьим соединить, но я думаю, что лучше пусть это будут отдельные вещи. И, конечно, новые предметы школьного расписания, которые у нас вызывают массу вопросов. Вот сейчас я опять поеду в Сысольский район на значит, эту тему. Учителя говорят, мы слушали вебинары, но нам нужно, чтобы с нами пообщались. То есть они все хотят все-таки живого общения, когда вот конкретика, как вопросы, ответы вот по их непосредственным проблемам. Поэтому вот эти новые предметы, конечно, как раз вот я обычно говорю, что как раз они могут использоваться, иметь эти предметы практико-ориентированный характер. Я думаю, что мы об этом еще поговорим, а сейчас давайте пойдемте дальше. Так, вот у нас тут с Натальей Станиславовной в этом году, с самого начала года, возникла проблема. У нас стали на нас выходить педагоги
о том, что они нуждаются в публикации методических разработок, уроков и прочих на нашем портале «Открытое образование» на вкладке РМО «Русский язык и литература». Мы, конечно, озаботились, не стали просто так откидывать эту проблему, потому что мы понимаем, что наш центр аттестации хотел бы, чтобы эти материалы были отсмотрены кем-то, чтобы им была дана экспертная оценка. У нас всего 2 человека, у нас экспертов нет. И поэтому мы все-таки предлагаем, мы не отказываемся от такой деятельности, но мы все-таки предполагаем, что она должна пройти такую уровневую обработку. То есть рекомендации должны сопровождать такую методическую разработку. Конечно, нужно написать положение, в котором все это будет прописано. Мы просто проговорили и все. Да? И вот мы все-таки считаем, что на школьном уровне, да, или на уровне школьного методического объединения, руководителя школьного методического объединения должна быть дана такая рекомендация. Да, я бы тоже хотела добавить здесь, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наши учителя публиковали свои методические разработки, поскольку когда соберется такой банк данных, им могут пользоваться другие. Вот. Поэтому мы решили не спешить с этим процессом. Я вас очень прошу, чтобы вы не обижались на то, что этот вопрос пока не двигается, потому что, во-первых, мы хотим его нормативного обоснования. То есть, чтобы было положение либо общее для всех РМО, либо мы тогда будем разрабатывать свое собственное внутреннее, потому что иного выхода, наверное, у нас не будет. Вот. Но понятно, что любая работа, она не может быть опубликована на сайте, потому что интернет – это публичное пространство. И вы должны это понимать. То есть тогда, когда вы опубликуете эту работу, она становится общим достоянием. Вот если в этой работе будет что-то не так, это, простите, и вам плохо, и нам. Но мы, публикуя, как бы берем на себя ответственность нам за качество работы. Это определенный удар по репутации. Поэтому мы, скорее всего, будем действовать таким образом. Значит, если мы не сможем сдвинуть этот процесс на республиканском уровне, то мы будем для публикации принимать работы, которые будут содержать выписки из протоколов обсуждений данных работ в образовательной организации, там, может быть, на уровне муниципального методического объединения. Я просто хочу всех предупредить, что, во-первых, на этой вкладке будет определенная информация о том, что на каких условиях публикуются эти работы. И там будут имена, фамилии рецензентов, даты и номера протоколов, когда данная работа была обсуждена и ей был дан зеленый свет. Когда соберется достаточное количество, мы, наверное, будем проводить выборочное рецензирование и присваивать определенный знак качества, вот, потому что в методических объединениях обычно существует такое понятие, как гриф соответствующего методического объединения, и рекомендовать их для изучения, распространения по республике, для педагогов республики. Вот, поэтому я вас очень прошу, чтобы вы это понимали. Вот. Мы будем обязательно еще и как бы прорабатывать такой вопрос, чтобы это вам засчитывалось при аттестации. Да, я думаю, центр аттестации будет очень рад, что эти работы уже проверены. Да, это уже, да, этому будет определенный знак качества. Вот, и мы бы, конечно, хотели, чтобы действительно достойные методические разработки появлялись на нашем сайте. Вот. Всем понятно, что одним из результатов деятельности Республиканского методического объединения являются методические продукты. Вот. Мы работаем уже год, и мы сталкиваемся с тем, что некоторые направления деятельности у нас еще не отработаны. С другой стороны, у нас накоплен определенный опыт, который показывает нам, в каком направлении нам двигаться дальше. И вот, в частности, вот формирование такого банка данных методических работ является одним из таких направлений. Но понятно, что любая работа, она не может туда попадать просто так. Вот. При необходимости мы, наверное, вот будем задействовать свои
личные связи, привлекать периодически каких-то внешних рецензентов, в том числе и за пределов республики. Это я обещаю. Вот, чтобы там тоже посмотрели и тоже дали определенную санкцию на публикацию эту. Вот. Но, с другой стороны, я бы хотела, чтобы вы, во-первых, немножко потерпели, а с другой стороны, хорошие работы приготовили. Вот. Потому что мы все в этом заинтересованы. Учителя республики будут рады пользоваться достойными методическими продуктами. Вот. И то, что нам сейчас необходимо, нам необходимо как бы поставить этот процесс на нужные рельсы. Вот. Так, чтобы именно самые лучшие работы туда попадали, самые достойные. Вот. При этом я бы хотела обратить внимание вот еще на что. Что это не только какие-то инновационные разработки. Это разработки могут быть вполне традиционные, в которых добротно, методически грамотно раскрыты какие-то определенные темы. Мы приветствуем, например, и такие разработки, которые связаны с контрольно-измерительными материалами. Вот подходов к оценке качества подготовки обучающихся. Поэтому подумайте, жанры опять здесь разнообразные. Возвращаясь к вопросу о жанрах. Жанры могут быть самые разнообразные. Давайте делиться опытом хорошим и достойным. Ну и, конечно, мы не будем рецензировать, имеется в виду, что объяснять, почему данная разработка не опубликована, потому что иначе мы просто будем погребены вот в этих объяснениях. Да? То есть, если... Нет, никаких таких объяснений здесь не может быть. То есть, если мы принимаем работу и видим, что она выглядит прилично, она снабжена определенными рецензиями, выписками из обсуждений методических объединений, мы ее размещаем, но с указанием, кто рецензировал, когда обсуждает, вот, с какой формулировкой рекомендовано. Поэтому страна должна знать своих героев. Да. Памятую еще о тех ресурсах, где за небольшую сумму можно опубликовать абсолютно все, чем, собственно, наши учителя иногда и пользуются, не всегда добросовестно. Да? Ну что ж, значит, вот это наше предложение, мы его хотим также озвучить на вот этом собрании председателей РНО, потому что другие председатели уже занимаются публикацией материалов по своим предметам, вот, и мы бы хотели, вот, чтобы был единый подход, одинаковый, то есть чтобы и вес грифа РНО был такой вот определенный. Да? Ну что ж, пойдемте дальше. Так, и сейчас я хотела бы насущную тему обсудить. Это изменения в едином государственном экзамене 2019 года. Я думаю, что все учителя Республики Коми уже просмотрели те изменения, которые у нас просматриваются в демоверсии. И, конечно же, первый вопрос, который был у меня точно был, я не знаю, у вас был или нет, это относительно усложнения. То есть, учитывая то, что прошлой весной внезапно с 11 баллов до 16 был увеличен пороговый балл, что весьма, честно говоря, затруднило некоторых детей, учащихся, которые приготовились к сдаче единого государственного экзамена, я, ну скажем так, я прогнозирую, что у нас могут быть небольшие проблемы, потому что я уже проверила, Наталья Станиславовна нас покидает, да, по-английски. Хорошо, спасибо. Что я просто проверила детей на старой версии единого государственного экзамена и на новой. Казалось бы, одни и те же проблемы, то есть одни и те же правила надо знать, да? Формат просто задания другой. Казалось бы, что тут сложного? Написали хуже. Причем так, что я даже встревожилась. И поэтому вот, посмотрите, я официальный вот комментарий главы Рособнадзора Сергея Кравцова, который уверяет, что... И вот так и спросили, в связи с чем связано усложнение. Он сказал, что нет никакого усложнения, что мы не заинтересованы в усложнении, что нам важна стабильность проведения игр. Дальше нам сказали, что это штатный характер. И вот то, что касается части второй, а именно анализа текста, что нормально, что это смысловое чтение,
Дети должны быть готовы. Что, наверное, я думаю, вот эти заготовки на различных ресурсах, да, когда литературные аргументы на К4 заполонили просто сеть, я думаю, что они решили, что они больше не хотят читать вот эти заготовки. И, конечно же, вот мое мнение таково, что уровень сложности все-таки повысился с учетом увеличения порогового балла, что, возможно, результаты ЕГЭ будут не столь хорошими, как в прошлом году. Коллеги, что скажете? В целом про демоверсию, про изменения? Ну? Про изменения в целом? Да, в целом. Вы согласны с моим мнением? Мы согласны с вашим мнением, да, потому что я думаю, еще не все, наверное, филологи до конца все-таки поняли вот эти подводные камни новой демоверсии. Нет, если вот давайте возьмем хотя бы просто тестовые задания. Скажите, пожалуйста, ваши дети уже сейчас, вот уже месяц, ну, у кого есть старшие классы, справляются? То есть у них было 5 слов, нужно было выбрать одно слово. Давайте я вот тут открою. 15. Так, а тут 15 слов. Нет, больше. В каждом ряду 3, рядов 5, ну да, 15. И причем выбрать не один ряд, а несколько. Несколько рядов, и неизвестно сколько рядов. Неизвестно, Я бы еще, сколько извините, рядов, немножко еще забыла вот еще об этом сказать, о том, что у нас знаменитое 7-е задание, которое нынче 8-е, да, которое давало больше всего рейтинговых тестовых баллов для наших детей, и они замечательно с ним справлялись, оно стало базовым. Это означает, что теперь им сложнее будут набрать вот эти вот рейтинговые баллы для поступления в ВУЗ, что высокий уровень сложности у нас просто-напросто исчез. А повышенный уровень сложности осталось, значит, всего лишь 3 задания. И это тоже таким образом задаст, нет, по первичным баллам будет снижение, но снижение по тестовым баллам в переводе, мне кажется, даст все-таки еще снижение. Просто надо быть к этому готовым, мне кажется. Я вот, например, не думаю, что будет замечательно все. Поэтому я, честно говоря, даже расстроилась. Потом сейчас 11 класс готовили ведь в 10 классе по одной системе, Да. а сейчас это для детей ведь тоже стрессовая ситуация. Тоже. Первое задание как изменилось. Ну, видите, получилось, что демоверсия Второе, изменила несколько второе заданий. очень. Это хорошо, если будет сказано конкретно там сочинительно, подчинительно, а иногда бывает просто слово. Это что за размер? А появление тире, которого столько лет не было, и вдруг здравствуйте. Еще вот такой тип задания, где нужно все правила постановки тире держать в голове, да, чтобы увидеть, что вот эти случаи, они повторяются. Там 3 Двоеточие и точка знака. Это может быть 3 знака. 3 знака. Ну, я не знаю насчет двоеточия. Ну, это Нет, было, так это и было есть, сказано да, на да, советском семинаре. И это усложняет. Я, конечно, так можно сказать, что ну, неужели вы не готовили ко всем правилам пунктуации? Готовили, но акцент делали все-таки на случай постановки запятой, правильно? На именно этих функциях. А теперь вот и это, безусловно, тоже станет препятствием. Ну, то, что мы уже говорили, вот то, что нужно будет подобрать сами. Дети справлялись с этим заданием, а теперь это нужно иметь в голове все подчинительные или сочинительные союзы. Кстати, слово «вероятно» там очень много. Очень много. И будет ли каждый раз так, что меня смущает? И у них, конечно же, машина, она должна будет предположить синонимичность, да, каких-то союзов, но союзов так много, и дети могут. Ибо, например, могут, а почему нет? Конечно, оно может быть стилистически не будет подходить, но по смыслу будет то же самое. Поэтому я, вот, честно говоря, немножко вот не очень мне вот это задание. Мне вот это Не нравится, знаете, но немножко напоминает 9-ку ОГЭ, где надо заменить синонимы, и где в ответах могут быть не все синонимы. Вот это задание ЕГЭ, оно мне сейчас немножко напоминает, что ребенок правильно напишет, что подходит, но будет ли все это в ответах? Вот так же, как в 9-ке мы с этим согласны. Так, ну, задание номер 20, я думаю, там проблем не будет, если не ошибочными, вот с этими с лексическими. Ну,
то, что еще меняется нумерация, я уже привыкла сюда апеллировать в разговоре с детьми, называя нумерацию. Сейчас у меня в голове все переменилось, и я уже не понимаю, какие задания. Я с ними разговариваю. Так, ну вот мы стали говорить о вариантах. Это, конечно, все равно усложнение. Варианты 2 или 3. А если все 5? А если все 5? А если все можно 5? все 4? 4 было. 4. Вот это нет. 4 на 4 очень даже часто встречалось. Такие расисты, косичка, Казалось бы, тем это 4, 5 класс, эти безударные, проверяемые, непроверяемые, чередующиеся. Но тем не менее. Так, 10, конечно, тоже. Варианты тоже будут затруднениями, потому что приставки при особенно это сложнейшая тема в русском языке. Там же много не подчиняется правилам. Формат этого задания не только приставки, но и будет после приставки. Да, между приставкой и корнем. Да. Твердый знак разделительный. То есть здесь получается... И если еще слова будут заимствованы, вроде как адъютанты там, да, то, конечно же, это будет... Так, 11 тоже сложнейший. Вот этот суффикс. Опять варианты. да. То же самое, да, варианты? Так, 13 я тут перепутала, что ли? Так, ну и давайте, чтобы мы не особенно затрудняли наших гостей, если таковые есть, но слушать все равно у нас будет это, конечно, задание номер 20. Конечно же, когда мы посмотрели задание, которое получит ребенок, у меня сразу же возникла аналогия с ОГЭ 9 классом, 15.1, 15.2, 15.3. Я на курсах уже не один раз озвучивала филологов вот, собственное мнение по поводу критериев как раз проверки сочинений ОГЭ. Когда за то, что ребенок просто привел пример, никак не обосновал, зачем он его привел, что бы это могло бы значить, они уже получают 2 балла. Понимаете? И они часто этим пользуются. То есть они смысловые вот эти привязки, пояснения часто не дают. И вот с этим опытом, когда можно 2 балла получить за то, что ты просто привел пример, они приходят в 10 класс, а там их встречает учитель, который говорит: так, подождите, какие 2 балла? У вас теперь за это не будет 2 балла. Более того, вы, чтобы получить максимальное количество баллов, 5 баллов, да, нужно сделать много всяких других работ. Далее. Ну, кстати, К4 дети встретили с аплодисментами исчезновение аргументов. Ну, у меня в классе, да, у вас не знаю. Почему-то их очень сильно... Да, затрудняло вот эти аргументы, хоть знания в жизни, хоть читательский опыт. Все, и они обрадовались, потому что отношение к позиции им кажется легко и просто, они выскажут, и все. Но правда, они знаете, что сказали? А как же нам теперь объем набрать? Мы что, по отношению должны писать не меньше, чем писали раньше? Вот у них проблема. 150 слов, и надо чем-то запомнить. Если там просто написать буквально одной фразой «я согласен, потому что», или «я так-то отношусь к позиции, потому что», одно предложение, как теперь 150 слов набрать? Вот это было, стало затруднением. Ну что, коллеги, скажите, пожалуйста. Значит, я понимаю, Татьяна Николаевна, на курсы вас еще не посылали? Здесь только в апреле бывает. В апреле, в мае. Но очень То есть, поздно. получается, до апреля, до мая нам придется самим вариться в собственном соку, коллеги. Ну, я всегда коротко вот так пишу, и для учителей предлагаю, чтобы вот долго-долго не при проверке, да, что вот 5 баллов за каждый пример, за каждое пояснение к примеру и за смысловую связку. Отсутствие чего-либо, сразу минус балл. Вот таким образом коротко записать, значит, для того, чтобы легко, быстро проверять комментарии. Но я так полагаю, что если бы вот что сказать экспертам для проверки таких работ, да, пробные же будут писать также, да, то есть учителя будут проверять, но какие-то им нужны дать разъяснения того, как будет это выглядеть в тексте,
как найти пример и пояснение, какие слова могут послужить сигналами ключевыми для вот этого эксперта, который будет искать. Понимаете? Так, чтобы он умел отличить пояснение от самого собственного примера. И поэтому композиции могут быть 3. Здесь, я думаю, навязывать какую-то одну композицию написания комментария не надо. То есть это может быть и вот так, и вот так вот, и вот так вот. Так? То есть, поскольку второй это будет, если так мы учим, что примерно каждый критерий это отдельный абзац, то К2 это будет такой самый объемный, да, текст. Внутри него могут быть тоже разделения на абзацы, для того, чтобы просто отличать одно от другого. Понимаете? Если это будет единый текст, спасибо. Но я при том, когда я обучаю детей, я им говорю, отделяйте пока не для меня, для себя. Видите, что вы дали пример, видите, что вы дали пояснение, что у вас есть смысловая связь. Потом вы можете их писать вместе. А для меня и для себя пока пишите отдельно, чтобы не получилось так, что я же все написал. Видите, я все написал. А когда по отдельности начинаешь смотреть, там уже чего-то не хватает. Так, дальше. Я попробовала написать, не будьте строги к моим попыткам написать чего-либо. Так, это текст, который в демоверсии. Так, вот давайте посмотрим. Я так коротко, понятно, что немножко, может быть, так по-деревянному это получилось, да. Вот вариант смысловая связь сразу же, да. И ребенок предваряет фразой, что следующие 2 примера, да, они проиллюстрируют важную мысль. То есть вот она связь. Для чего эти 2 примера? То есть здесь какие-то речевые шаблоны могут, конечно, быть, но не обязательно. Так? То есть вот эта связь сразу же. То есть она служит, собственно, как бы микротезисом для всего комментария. Это удобно. Но для этого, конечно, вот эту смысловую связь-то надо сначала увидеть. И здесь затруднение, скорее всего, в том, какие примеры приводить. Судя по ОГЭ, дети приводят иногда просто, чтобы что-то привести. К месту ли, уместно ли, надо ли приводить именно этот пример. А здесь у нас будут, видимо, скорее всего, затруднения в том, что а что это за пример и о чем он говорит. Так? Поэтому вот, пожалуйста, скажем, пример. Это не обязательно, я так полагаю, вы можете со мной не согласиться, что это обязательно просто ссылка на предложение или само предложение с цитатой и тоже ссылка на предложение, и что этого достаточно. Она, конечно же, может быть достаточно распространенной, да? Вот. Дальше пояснение, что вот это говорит, то есть вот это предыдущее, да, и это говорит о том, да, это определенный вывод. Это определенный вывод из того, что сказано здесь. Следующий пример, он может быть короче, так? Вот, и еще одно пояснение. Таким образом, чтобы увидел эксперт все 5 баллов, должна вот эта вот структура как-то выдерживаться. Если это будет какой-то винегрет, я думаю, что уже не найдет ни эксперт никаких баллов. Он просто не сможет понять. Особенно если речь страдает у ребенка, то и вообще будет сложно понять его логику. Поэтому я думаю, что учителям нужно рекомендовать, чтобы дети именно писали вот этот комментарий в какой-то определенной последовательности. Вот одна из таких последовательностей. Вот у вас смысловая связь тут дополнение, да? А там вообще-то, там ведь про Селиванова показывают, он такой, ну или что? Нет, я, понимаешь, вы сейчас на кого-то ссылаетесь, я никого не смотрела. Нет, мне просто интересно. То есть, получается, смысловая связь получается, да? Там противопоставление. Вот. То есть Лесков, когда вот над этой проблемой рассуждает, да, то он делает следующие вещи. Да? То есть мы комментируем, что делает автор. Мы комментарием всегда считали то, что делает автор. Вот. И здесь сразу же мы говорим, что вот здесь
он эту мысль, он, отвечая на этот вопрос, приводит два примера. Это автор приводит два примера. А я их вижу, эти примеры, я их привожу, я их поясняю. И я вижу связь между ними. Зачем они даны? Так, второй, это посерединке. То есть, когда сначала дает пример, потом идет пояснение, потом смысловая связь, то есть, но перечисли все положительно, уже по-другому тексту, не важно. Но перечисли все положительно, автор не может обойти вниманием негативные стороны этого явления. Итак, первое это было положительное, теперь пойдет негативное. Таким образом, смысловая связь указана в середине комментария. И дается следующий пример и пояснение. Ну вот я тут еще написала, что К4 детям доказывал, что может быть вполне объемным, то есть отношение к позиции автора, почему бы там. Они же тем более очень любят писать о том, что они думают. Вот им не дают возможности. Пожалуйста, вам наконец дали эту возможность свою позицию без примеров просто выложить свою позицию. Так, ну и последний вариант. Это в конце комментария. То есть, когда пример, пояснение, вот все-таки думаю, что, наверное, лучше отдельными абзацами. Вот, особенно в этом случае, если смысловая связь в конце. Потому что иначе она не будет просматриваться, да, между вот этими частями. И в конце. Ну, такой вот просто логика. Так, но разговаривая с филологами, значит, я для себя подняла следующую мысль, что будет являться сочинением. А можно вы вступите тоже в разговор со мной, а не между собой? Что-то здесь. Нет. Говорим, что я работаю по второй модели. Хорошо, Хорошо, да. Ну, нет, и это тоже имеет место быть. Просто сразу же вот говорю, как уже начали перестраиваться. Уже начали перестраиваться. А что делать? А вот скажите, пожалуйста, тогда я задам вопрос, а то, может быть, я так вот думаю, что это у меня такая проблема, а у вас такой проблемы нет. Скажите, пожалуйста, по какому принципу дети выбирают примеры? То есть они руководствуются чем? Я думаю, под проблему. То, что... Ну, понятно, что по проблеме, понятно, что по проблеме. Но дело в том, что здесь нельзя просто что-то привести в пример. Должно быть какое-то обоснование. Ну, скорее всего, выделяют ключевые фразы какие-то, и, наверное, по ключевым фразам выбирают, да, что наиболее значимые эпизоды. Вот Если смотрите, идет речь об я привожу аналогию такую с косичкой, да? Проблем 5-7 в тексте, да? Вот если пряди, как я говорю, косицы, да, девушки косы, они не окрашены в разные цвета, то очень сложно понять, где здесь какая проблема, они переплетаются. Да? Вот если они окрашены были, было бы видно, вот зеленая, а вот она еще и зеленая встретилась. Вот она тут синяя, вот она еще здесь продолжилась. Проблем много. Соответственно, нужно приводить примеры из того, что относится к данной проблеме. А проблемы-то переплетаются. Так вот, как выбрать пример, который непосредственно относится к проблеме, а не просто какой-то пример из текста? Понимаете? Вот над чем я задумалась. Когда мне сказали, что вот этот как раз-таки в демоверсии изложенный текст Лескова весьма сложен, там 5, по-моему, проблем названо, да, я посидела и подумала, что нет, не может быть, ну не должны они уровень сложности такой давать детям, чтобы нельзя было его проанализировать. Хотя обычно я учу детей убивать сразу слона. То есть не искать под проблемы, более мелкие, да, а нацеливаться сразу на главное, ради чего текст в целом написан. Вот ради вот этого главного большого слона. Тогда я говорю, мимо никогда не промахнуться. Вот. А когда вот эти, знаете, в размерах, в масштабах одного абзаца буквально, да, вот так вот где-то так вот, знаете, пунктиром попасть в такую проблему почти нереально. И некоторые проблемы настолько рядом смыкаются, соседствуют друг с другом, то отделить одно от другого, даже когда эксперт проверяет, сложно. Он сам начинает смешивать, понимаете?
Так, ну, следующие мои предложения являются спорными, коллеги, но тем не менее. Я хочу, чтобы вы в разговор вступили. Итак, значит, нашу демовесу вы читали, да? Текст читали, да? Ну, обычно я детям говорю, что, значит, когда есть повествовательный элемент, всегда обратите внимание на фактологию. А именно, где, когда, что, желательно еще и время героев, то есть когда происходит событие. Иногда потому, что это детей очень сильно подводит, когда они начинают знания по истории прикладывать неверные, да? То есть не к той эпохе, не к тем событиям, не к тому времени. И что произошло? Так, и поэтому вот такая работа, то есть кто именно участник, да? Дальше, от чего лица ведется повествование. Так, здесь опять же вспоминаем Петрушу Гринёва, его семейственные записки, когда он вспоминает много лет спустя. Здесь такой же принцип. Но самое главное, конечно, работа, это когда по понятиям, которые употребил автор в тексте. То есть именно они являются теми самыми, вокруг которых у нас вот смыслы и накручиваются, вокруг этих понятий. И здесь их достаточно много. И, конечно же, они противопоставлены, потому что наилучший способ донести свою мысль – это противопоставить. И поэтому здесь у нас противопоставлен страшный человек, злодей, дальше прекрасный, добрый человек. Дальше, с одной стороны, тьма, страх, подозрительность, пусторечие, нелюбовь – это все слова из текста. Далее озарение, правда, милосердие, любовь и еще честность и воровство. То есть вот когда вот ты видишь эти ряды понятий, а они именно рядами, где-то более широко представленными, где-то достаточно узко, мы понимаем, что вот эти понятия будут связаны с определенной темой. То есть как раз с определенной проблемой. Так, что еще важно? Надо всегда смотреть, мы учим детей работать с абзацами. Очень важная вещь – это работа с абзацами. Для чего нужен этот абзац автору? Да? Если это тип рассуждения, это очень важно, но даже если повествование тоже, то идем по… Но самое главное, конечно, видеть вот главные вещи, которые происходят в тексте. Ну, посмотрите. Вот это рождественская ночь и все, что было связано со шкатулкой. Там абзацев достаточно много, это наибольшая часть текста. Да? Здесь рассказаны действия участников, чувства, испытываемые ими, и мнения. То есть они обмениваются, говорят друг с другом. Так? Далее, следующая часть – это события через день. Когда начинаются подарки, чаепитие, и народ пошел в этот дом, значит, и реакция общества, можно так назвать. Далее. Вступает, собственно, рассказчик уже сам теперь, да, о себе, какие у него мысли появились в связи с этим случаем и какие вопросы появились у него. Ну и дальше разговор со священником и совет, который он от него получил. То есть вот, собственно, мы видим, из чего создан текст. Да? То есть так автор решил его построить. Крупно выписать эпизод, участники, действия, мысли, чувства. Да? Достаточно коротко. Это реакция, последовавшая после того, как. Дальше. Мысли, возникшие в голове молодого человека, и ответ, полученный от человека более старшего, опытного и к тому же духовного. То есть перед нами, собственно, и есть смысловая структура. Это те вещи, из которых можно брать примеры, не ошибешься. То есть если вы возьмете непосредственно вот здесь эпизод, а потом, что случилось после, вот эти примеры будут уместны. То есть пример из события, когда излагается, и пример после события. Это уже есть смысловая связь. То есть это сделал автор, описал эпизод, и есть то, что было после него. Это воля автора, мы видим эту волю, и мы понимаем, для чего он это сделал. Потому что вот этот эпизод без этого теряет смысл вообще. Вот это и есть смысловая связь. Дальше. Даже внутри отдельного можно противопоставить, взять чувства и слова, мнения, если они, предположим, или соответствуют, или наоборот противоречат. Действия и слова, действия и чувства. Это тоже те смыслы, которые ребенок может увидеть, сказать, вот он это сказал, вот это сделал, вот это он сказал, а чувствовал вот это. То есть вот эти вещи. Но, конечно же, лучше всего брать крупные вещи.
Ну и в каждом из этих частей, конечно, будут вот эти ключевые понятия. Но самое главное, что найти понятия недостаточно. Надо понять, какие между ними взаимоотношения. То есть эти понятия сопоставлены, противопоставлены. В каких они отношениях находятся. И вот здесь какие возможны смысловые структуры. Ну, во-первых, любимая наша антитеза. В публицистических текстах вообще постоянно работающая. Это оппозиция для известного в литературоведении казалось и казалось. Да? То есть и первая часть, эпизод со шкатулкой, это то, что казалось. Да? Номер 2, после всего, да, это оказалось. Вот, пожалуйста. Поэтому вот так можно. Значит, нужно пример привести из «казалось» и пример привести из «оказалось». Вот будет смысловая связь. Зачем нужно это, зачем нужно это. Так? Это нужно было автору. Вот эта смысловая связь. Кроме этого, что могло быть еще? Кроме вот уже непосредственно к тексту не имеет отношения, это могло быть целые части. Ну, то есть в начале текста целое, а затем весь текст – это его составные части. И тогда ты говоришь, что вот такое целое, то есть некий общий тезис, объединяющий, привел автор. Так? Дальше он привел части, и вот одну из частей я привожу в качестве примера. Не обязательно же все, нам всего 2 примера нужно, да? Вот. Можно наоборот, целое сказать, привести 2, положим, элемента, то есть 2 примера, 2 части. Это может быть объект свойства, то есть, например, если речь идет о каком-либо объекте или субъекте, и его характеристика, общая, как всегда в описании, а потом детали. Это может быть сравнение объектов, так? Это может быть родовидовые отношения между излагаемым, это могут быть изложения обстоятельств случившегося. Можно привести пример: одно обстоятельство, второе обстоятельство. Так? Это может быть эволюция, то есть когда то, что случилось, оно идет во временной соотнесенности. Сначала, потом. Это же сразу можно уловить, особенно в повествовании. Было сначала, потом. На это обращает внимание автор. Ведь зачем-то он изложил их именно во временной последовательности. Так, дальше. Вот это была цель. Такие средства были избраны. Вот такая была причина, вот такое было следствие. Или наоборот, сначала следствие, потом он излагает причину. Далее, вот изложен факт, вот вероятное следствие из факта. Вот факт, а вот мнение и оценка факта. То есть любой текст, в нем работают какие-то так называемые топы. Это из риторики. Я обычно всегда коллегам говорю: прочитайте учебники риторики и словесности, и у вас никаких вопросов по анализу текста не будет. Вот те проблемы, больше 6 проблем. Посмотрите. Проблемы неприятия человека обществом, создание репутации, формирование мнения о человеке, проявление внутренней красоты человека, доверительного отношения к человеку, проявление честности, проблема благодарности. 6. Обычно я всегда, конечно, прежде чем беру новый текст, я не смотрю в ключи, я проверяю сама себя, сколько я нахожу. Никогда не нахожу весь комплекс проблем. Хорошо, если найду 1-2. И, честно говоря, считаю, что это большое достижение. Точь-в-точь найти ту самую проблему и ту самую авторскую позицию. То есть этому уже я тогда могу научить кого-то. А теперь посмотрите. Значит, получается так, что мы исходим из того, что если такая проблема в тексте есть, то ее сопроводить должно ребенку 2 примерами и смысловой связью. Как это сделать? Итак, значит, исходя из тех топов смысловых возможных структур, вот их мы будем использовать. Проблема неприятия человека обществом. Итак, мы говорим, что здесь оппозиция работает казалось и казалось. Значит, нам нужен один пример. Вот он оказался. Видите? Разбойничий дом Селивана, пример ребенка, да, все считали колдуном и злодеем. То есть вот эта репутация, которая была, вот это неприятие, да, выраженное вот в этих словах: разбойничий, злодей, колдун, так?
Теперь оказалось, это уже приводит слова рассказчика, что он вдруг стал так хорош и приятен. Также можно, ведь не обязательно, что два примера оцениваются, а третий пример невозможен. Возможен. То есть, в принципе, ребенок может привести больше примеров и пояснений, сработают какие-то. Какие-то удачные, какие-то неудачные. Поэтому так уж четко прямо говорить, что должен быть только это, и все. И, конечно, тогда вот, пожалуйста, слова священника. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно, а отсюда он и дом этот был разбойничий. Ну вот так вот. То есть получается, что вот привел два примера. Почему? Потому что автор их противопоставляет, да? Раскрывая вот эту проблему, он работает на антитезе. Вот примеры антитеза. Вот так вот. Смысловая связь – это антитеза. Эти два примера связаны противопоставлением. Так, проблема создания репутации. Я взяла следствие причины. То есть опороченный дворишко. Почему? Потому что пусторечие темных людей. То есть это причина, а это следствие. То есть ребенок может сказать, рассуждая о проблеме создания репутации, автор хочет подчеркнуть, что часто репутация создается пусторечием, злословием, так? Недалеких, темных, невежественных людей. Так? И из-за этого репутация будет опорочена у человека, у семьи, не знаю, там еще у кого-то. Да? Таким образом, вот, пожалуйста, вам смысловая связь. Так, проблема доверительного отношения к человеку. Я взяла тут мнение и оценка. Мнение исправника о том, что люди шельмы, так? И что действительно есть чем напугаться. Люди таковые есть, бояться стоит. И мнение священника, что наблюдает для того, чтобы в другой раз не быть таким слепым. Вот он про это тоже говорил. Значит, оценка двух разных людей. Один слеп, а другой говорит, что не надо быть слепым. И вот это доверительное отношение, получается, что оно тогда отсутствует, когда сердце слепое, глаза, сердце слепое. И для этого, то есть он так и скажет, что автор, рассуждая по проблеме доверительных отношений, говорит о том, что люди часто не доверяют из-за того, что у них слепое сердце. И для этого нам приводит пример два мнения. Да? Мнение исправника, человека со слепым, скажем, сердцем, с открытыми, возможно, такими глазами, которые всегда смотрят, где там, что там, да, у него обязанность по работе такая, да, исправник, видит, как бы, да, вот. И человека, священника, который, может быть, как раз видит совершенно иные вещи, потому что сердце его не слепо. Проблема проявления внутренней красоты. Можно взять тот пример свидетельства. Поступок Селифана один, когда он привез. Второй, когда он отказался от награды. Второй поступок. И, значит, так, ну и вот его слова привести. Не обязательно, кстати, все целый ряд его высказываний, достаточно одного какого-то примера. Таким образом, вот эти примеры свидетельства, вот они все узнали, да, об этом, вот эти два примера, они связаны тем, что они показывают о том, какой он был хороший человек. Два примера мы приводим. То есть для того, чтобы показать внутреннюю красоту этого человека, автор дает нам два поступка Селифана, да, которые он совершает не на публику, так сказать, не публично, чтобы вот все знали. Наоборот, это его поступок, когда он возвращает эту шкатулку, и второй, когда он отказывается от награды любой. Вот это свидетельство внутренней красоты. Два примера. Проблема проявления честности. Объект и свойства. Объектом, ну, субъектом в данном случае является сам герой Селифан, и его свойства выражены через его же речь, где он говорит, что не надо, разве не надо честно чужую беду? Не разживешься, мне не надо чужую. Все эти слова свидетельствуют о его честности. Так, ну и проблема благодарности, значит, факт следствия. Значит, первое – это то, что отец подошел, обнял, поцеловал, дали ему деньги, потом остановились, заезжали и так далее. То есть вот из факта честного поступка были следующие следствия. Таким образом, раскрывая проблему благодарности, да,
автор нам дает примеры того, как они выразили благодарность герою. То есть таким образом получается, что не любые примеры из текста, надо именно то, что подходит к данной проблеме. И вот с этим, я думаю, будут сложности у детей. И с нахождением смысловой связки, и с нахождением примеров, которые относятся именно к данной проблеме. Как считаете? И изначально были проблемы, связанные с тем, чтобы дети приводили примеры, актуальные для раскрытия вот этой проблемы. Они изначально были, а сейчас еще они дополнили с тем, что им нужно будет расстроить эти связи. Как вы думаете, будет это работать, вот такая вот так вот рассмотрение? Ну, смысловые связи, безусловно, нужно детям объяснить, показать, и на примере разных текстов, и художественного текста, и публицистического текста. Другое дело, что, наверное, такое разнообразие топов дети не будут использовать. У меня предположение, что дети в большей степени будут выходить на смысловую связь причинно-следствия. Скорее всего, так как в художественных текстах это преобладает, будут выходить на смысловую связь объект и его свойства. И я думаю, что будут выходить на смысловую связь, которая связана с противопоставлением. Да, то есть самое самое популярное. Да, и на этом строятся те тексты, которые выбирают нам. Я думаю, что вот эти смысловые связи нужно будет с детьми обсудить. Ну, то есть, стоит ли с детьми вообще вот этой терминологии этих топов, их вот... Да, потому что эту Потому что мы ее терминологию... используем обычно. Да, но эту терминологию они потом как раз и будут использовать для того, чтобы говорить об этой смысловой связи. Надо вводить эту терминологию Конечно, они при будут подготовке говорить, к анализу Они сочинения. так или иначе будут говорить, эти поступки противопоставлены. Или будут говорить, эти черты характера дополняют друг друга, по дополнению пойдут. В любом случае нужно вводить. Без них мы не сможем эту смысловую связь вычитать. Ну вот я просто думала, и вот, честно говоря, коллеги, вот может у вас какие-то свои находки есть? Но мы пока идем тоже по смысловым связям, но пока только вот по причине и последствиям. Потому что если, например, рассуждение, то... Там понадобятся другие смысловые связи, Да. которые в большей степени будут, наверное, относиться к части и к целому, потому что, раскрывая какую-то проблему, автор потом начинает замечать, не замечать, а выделять аспекты. Поэтому здесь, конечно, об этом нужно будет говорить. Значит, наиболее популярные топы нужно использовать. И нужно на каждый, наверное, случай, на каждый топ иметь текст, на котором детям это можно прямо показать. Вот здесь работает такой топ, вот здесь такой, чтобы они поняли, о чем мы вообще говорим с вами. Потому что если мы никогда не использовали, а мы не использовали при анализе текстов такие несмысловые структуры, да, мы не занимались этими вещами. И поэтому получается так, что для детей, особенно для 11 класса, с которым мы работали совершенно иначе в прошлом году, да, и теперь вдруг новая терминология, новый подход к комментарию. И я боюсь, что я даже подозреваю, более того, что у нас именно комментарий всегда являлся слабой стороной. А теперь он выпячивается на первый план. Да, вот эта именно пятибалльность, да, увеличивает его значимость, внимание к нему будет, да, но отсутствие этого комментария будет сильно бросаться в глаза. Можете себе представить сочинение, в котором указана проблема, авторская позиция и только отношения. Вы не боитесь вот такого прогноза? Ну, я думаю, что примеры будут в любом случае, потому что за 2 года наработали уже учителя опыт подготовки детей к тому, чтобы они отыскивали примеры. То есть в любом случае, да, примеры будут, другое дело, да. То есть возможно, что будет только пример, вот это когда случай без пояснения и без смысловой связи. То есть они просто будут приводить примеры. То есть то, чему мы научили их в прошлом году. Промежуточный этап был, когда комментарий оценивался 3 баллами. Вот. А теперь надо работать дальше. У нас еще есть впереди полгода практически. А что если А что, поставить начать такие ребеночную новую ситуации? иду? Тоже у нас 10-й в одной структуре, сейчас в 11-м. Дети тоже в панике, очень взволнованы. Ну, если таким вот образом, опять же, я представляю, раскачивать ее, у нас теряется там 2 балла. Да? Баллы переходят туда. Там они тоже не приобретутся. Татьяна Николаевна, я тут думаю, что тут будет снижение у нас результатов. И по части 2, Надо и по части учителям и детям, да. Вот в этой части действительно нужна очень серьезная помощь методическая
и обоснование того, как, где не потерять баллы. Единственное, что я вот так полагаю, что здесь помощь нужна быть не только детям. Но я учителей, сказала, конечно. методическая помощь. А как мы будем ее оказывать? Я же вам говорю, у нас курсов определенное количество, 3 вещи, которые я читаю. Да? Учителям надо и то, и другое, и третье, то, что я читаю. Да? А возможности, куда я могу выйти? Вот только сюда. Вот рассказал, что дальше. В общем, Нас на республиканском никто уровне не это спрашивает, возможно. о чем нас потом будут задавать вопросы, потому что это действительно очень серьезная задача, которая стоит на этот год. Да. Если в каком смысле? Нас обратной связи я не слушаю. Да. Ну, Обратная потому связь, что полагаете, принято. есть? Нет, нас сейчас, вот, сейчас В смысле? аудитория. Так, оповещение в трансляции. Максимум зрителей 16. Так, чат я тут не вижу, есть или нет. Ну, Так. возможно, вопросы будут задаваться, и мне кажется, это, если у нас уже с устным собеседованием уже как-то наладились отношения, если с итогом сочинения мы знаем, в каком двигаться направлении, то вот с этими нововведениями по 27-му заданию пока очень много вопросов. Я не знаю, вопросов нет, где здесь чат я не вижу. Будем ждать, Я полагаю, как- что уважаемые филологи, которые вот смотрят сейчас наше собрание, пожалуйста, значит, можно выйти на мой сайт, персональный сайт Татьяны Петровны, можно выйти на мой адрес, который указан тоже на сайте, а также указан на портале «Открытое образование» на вкладке «Русский язык и литература». То есть, если есть вопросы, если есть необходимость вот посидеть именно с комментариями, более подробно, с представлением большего количества текстов, не только повествовательных, но и по рассуждению, и то можно будет приготовить такой вебинар отдельный, если есть на него запрос. Что есть на него запрос? Есть запрос. Уже есть. Уже есть, уже есть такой запрос. Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо вам за то, что вы пришли к нам в гости и за то, что приняли такое активное участие в нашем заседании. Всем спасибо, пишите, звоните. Всегда на связи. Татьяна Петровна.